Как ты думаешь, так все-таки, есть ли среди мотиваций вот этих людей пойти на войну именно составляющая пропаганды, что именно пропаганда их сподвигла на то, чтобы пойти на войну? В том числе и вот эти твои вчерашние три собеседника. Смотри, на мой взгляд и по моей информации, которую я получаю от них, это пропаганда это как присыпка к деньгам. То есть первая их мотивация это деньги, и вторая их мотивация это, ну, что они будут получать не просто деньги, не просто так, а будут получать еще и за что-то хорошее, правильное, за доброе, светлое. То есть вот пропаганда делает с ними это. То есть она им заставляет и объясняет им, что они вроде как что-то хорошее делать идут. Мгм. Вот. Ну, деньги, по моему опыту и общения с ними, это все-таки главный мотиватор. А тебе обещали подъемные какие-то там за Ну, подписание выплаты, контракта? да. Выплаты. Выплаты и Единоразовые гражданство. выплаты подъемные? Ну да, и единоразовая выплата шла. Есть, конечно, отдельные случаи, их очень мало, где это наоборот. То есть деньги лишними не будут, но главное это идея. А идею им зарождает пропаганда. Насколько надо быть тупым, чтобы верить в то, что им рассказывает их пропаганда, это уже вопрос отдельный. Но действительно пропаганда, она работает здесь, она здесь выполняет ну, роль, которую преуменьшать ну, вообще никак нельзя на самом деле. Кто на кого напал? Ну, тут есть другие предположения тоже. Давай. Ну, как бы Донецк, Луганск тоже обстреливали, они просили помощи России на протяжении 8 лет. Ну, Россия пришла помогать. Вот этот казах, который этнический казах, который у меня был на интервью, который с российским гражданством, он же вполне себе идейный. Как бы видно по лицу, скажем так, что он этнический. Это просто видно по фамилии, по имени видно, что он этнический казах. А так он об этом давно уже забыл. Он это не берет во внимание, в принципе, сам по себе. Его просто мотивация, что вот Родина позвала. Вот это, что называется, идейный представитель русского мира. Возможно, ему деньги особенно и не нужны были. Ну вот это совпало в одном человеке. И идейность, и российское гражданство, и этнический казах. Если завтра Россия вторгнется, нападет на Казахстан, кто тебе будут наши? Ну, как бы родина моя Россия. Все понял.